Коллектор и насосная станция по перекачке сточных вод мощностью 16 тысяч кубических метров в сутки. В Сунже большими темпами идет строительство очистных сооружений. Площадь комплекса составит 6,5 гектаров. Коллектору протяженностью 20 километров будут производиться подключения частных домовладений. Оформление разрешений и сопроводительной документации будет производиться через местные муниципалитеты. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года. По словам Махмуда Али Калиматова, наличие новых очистных сооружений обеспечит отвод загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком, а также улучшит экологическую ситуацию в регионе в целом. Насколько это времени? На 16 время строительства? Да. До 24. До 24. До 24. Так, днем и ночью Бог не видишь. А как мы будем после каждый дом? Это надо, это же центральный. Мы сначала коллектор просто. Да, коллектор. Коллектор ведете. Мы сначала хотим коллектор ввести так, чтобы провести не оттуда начать, а отсюда начать. Чтобы действующий чаще, где подсоединяешь поэтапно, Нет, и потом дальше идем. это город Сунжи подсоединяется. В первую очередь Сунжи. Сунжи, да. Весь город. Весь город. Это надо никогда уже туда коллектор дойдет. Нет. Надо уже сейчас начинать. Да. Если это есть 23-24 год, надо алгоритм, дорожную карту, поэтому, чтобы работать с мэрией города, она же там, в принципе, уходит, представляешь, если она в Троицку идет, а там жилые, потом водоемы, пруд. Начальный этап включает устройство первичного отстойника. Второй период предполагает подготовку здания, механического, технологического оборудования, напорного трубопровода, канализационного коллектора, обводных лотков вокруг колодцев, кабельных сетей. На месте частично выполнены работы по закладке фундамента. Глава Ингушетии дал поручение создать рабочую группу при мэрии и разъяснить жителям порядок подключения к центральному коллектору во избежание несанкционированных врезок, составить при этом дорожную карту и расписать каждый шаг поэтапно. У нас 80% частного сектора, считай, если не больше. И все это идет. У нас некоторые места, где хотят люди воду, даже сами скважину делают, уже в подводных реках, в грунтовых водах, отходы все там. Поэтому, во-первых, надо с ритма, с проекта не выбиться, по времени не выбиться. И надо обязательно, очень важно, контроль. Понимаешь, хамди переделывать, чтобы не пришлось. Любой объект возьмешь, переделывать. 5, 10, 20 лет, неважно. Понимаешь? Поэтому сейчас контроль осуществляем за этим. Надеюсь, те объекты, которые строят, они будут железные, вот как сегодня школа, например. Пожалуйста, сюда мало школ, детский сад. В Соколе стоит вода. Рушится. Малгобеки, детский сад, 8-10 лет, все, его надо сносить. Это надо сносить. Исследования не делают. Поэтому надо четко, надо людей объяснять. Почва глиняная, да, глина везде. Глина, да, в основном глина, да, и вон там галечник, и для того, чтобы объект не просаживался, галечник очень положительный. Это хорошо, кажется, да. Основной вон там. А там что? Там 16 тысяч кубов в 4 часа. Первый отсюда туда перекачивается, здесь обрабатывается. Там же раз, два, три должно быть. Четыре, да? Да. Она перетекает, очистилась, перетекла. Потом насосом вот здесь отобрать, потом идет последняя стадия очистки. Она не зациклился в обратку? Нет, они уходят оттуда туда. А вот в детской школе искусств в Карабулаке на 80% исполнена проектная смета по капитальному ремонту, проводимому в рамках реализации национального проекта «Культура». Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов проверил темпы и качество производимых работ. Подрядчик планирует сдать объект в конце текущего года. Процентов на 90 уже все готово. Остались детали небольшие. А кто директор? Вы? Да. Вы директор? И сколько здесь? 20, что? 10 кабинетов всего. Учитывая, что у нас есть американская, как называется? школа искусств спорта. Школа искусств. Да. То есть здесь музыканты, рисователи, художники. Да, есть, да. Отделение ИЗО есть. Да, это Изобразительное искусство. Да. Ага. Это музыкальные классы. школа была в очень ветхом состоянии. Практически никакая, да. Практически никакая. Барачное здание 59-го года.
Вообще для того, чтобы дети находились и занимались, никаких условий не было. И вообще удобное место, мы очень переживали, что нас куда-то перенесут. Дети привыкли сюда ходить. А в части инструментов? А с инструментами у нас проблем, к счастью, нет. Сейчас новые инструменты. Сколько Будем у вас открываться. На каждый кабинет по 2 фортепиано. У нас в основном упор идет на национальные. Вентиляция, Михаил? Точно? У нас беда, что у нас в большинстве нет вентиляции. Здание просто уму непостижимо, как можно построить школы, детские сады и вентиляцию. А здесь одноэтажное. Одноэтажные. Сколько педагогов? Всего педагогов 28 человек. Реализация объектов по нацпроектам образования и демография находится под личным контролем главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Руководитель республики также посетил школу на 720 мест в городе Сунже. Все строительные работы на объекте завершены. Новое учебное заведение будет носить имя Героя России Алихана Калиматова. Зелимхан Кылоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.